В Чебоксарах подвели итоги всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов, посвященного 100-летию образования чувашской автономии. Его организаторы – Республиканский бизнес-инкубатор, Минэкономразвития и Торгово-промышленная палата республики. Во втором этапе победители выявляли среди 53 участников из разных регионов страны. Итоги первого этапа стали известны еще в сентябре, после чего конкурс вышел на новый уровень – всероссийский. В борьбу за право стать лучшими включились мастера из Татарстана, Мордовии, Кировской и Архангельской областей. Все работы очень высокого качества, отмечают организаторы. Мы думаем, что такого рода конкурсы надо проводить регулярно. Они заметно повышают планку вообще, сказать, уровня, художественного уровня работ, содействуют популяризации, значит, народного творчества среди молодежи очень, значит, особенно. Тема конкурса – столетие чувашской автономии. Неудивительно, что наши мастера оказались лучшими. У них все 3 места. Победительница Ирина Ефимова, кстати, на первом этапе была в числе фаворитов. Ирина занимается чувашской вышивкой уже 10 лет. Каждый раз, прежде чем приступить к работе, изучает историю орнаментов, их значения и в то же время добавляет своим творениям немного современности. Изучаю литературу, книги есть, символику, свою композицию, естественно, создаю. Не беру прям вот старинные орнаменты. Керамику с чувашской душой делает Ирина Федорова, завоевавшая 2-е место. Тарелки, оригинальные колокольчики – все с национальными орнаментами. Чувашскую тематику я делаю постоянно. Эту тему я для себя открыла. Вообще очень такая благодатная тема, орнаментальная. Такая же наша, исконная тема. Как отмечают в Республиканском бизнес-инкубаторе, работы победителей будут представлены на праздновании столетия чувашской автономии в следующем году. На награждение призы и дипломы получили все участники конкурса. В отдельных номинациях были также отмечены гости из других регионов. Наталья Егорова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.